Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо освещенных с другой стороны. Под деревами была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность, серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее, за черными деревами, была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево с ярко-белым стволом и сучьями. И выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе. Комната князя Андрея была в среднем этаже. В комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор. «Только еще один раз», — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей. «Да когда же ты спать будешь?» — отвечал другой голос. «Я не буду, я не могу спать. Что ж мне делать? Ну, последний раз». Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то. «Ах, какая прелесть! Ну теперь спать и конец». «Ты спи, а я не могу», — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршание ее платья и даже дыхание. Все затихло, и окаменело, как и луна, и ее свет, и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия. «Соня! Соня!» — послышался опять первый голос. «Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть!» «Какая прелесть!» «Да проснись же, Соня!» — сказала она почти со слезами в голосе. «Ведь у такой прелестной ночи никогда не бывало». Соня неохотно что-то отвечала. «Нет, ты посмотри, что за луна! Какая прелесть! Ты поди сюда, душенька, голубушка, поди сюда! Но видишь, так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки, туже, как можно туже, натужиться надо».